Привет, друзья! Я сегодня решила вам показать книжный фестиваль Фаренгейт, который проходит в Алматы уже третий раз. Это фестиваль для писателей и для тех, кто любит книги. Фестиваль ежегодно проходит в сентябре, в самом начале, и собирает огромное количество издателей, любителей книг, авторов. Здесь можно было приобрести книги различных жанров и все, что касается книгоиздания. Я очень люблю читать, и у меня даже есть свои списки, которые заполняю уже последние 3 года. Я стараюсь в основном читать на английском языке, но также и на русском, и на якутском. И после переезда в Казахстан я начала также изучать еще казахстанскую литературу. Одна из причин, почему я люблю жить в больших городах, это обилие а, вот таких классных мероприятий по интересам. Я обожаю читать книги, и поэтому я не могла пропустить этот фестиваль, чтобы иметь возможность познакомиться с авторами, узнать, какие издательства работают и как они работают, и узнать новые имена, чтобы познакомиться с их творчество. Это прекрасная возможность, и если вы вдруг в следующем году окажетесь в начале сентября в Алматы, то обязательно приходите. Здесь очень большой выбор книг, и авторы, они доступны. И дальше я для вас подготовила несколько интервью с ними, где вы можете узнать и познакомиться. Также для писателей проходили лекции по разным темам, которые помогают и направляют будущих писателей. Почему я решила сходить на фестиваль писателей? Многие, наверное, знают, кто смотрит меня в Инстаграме, о том, что я еще и пишу книги. Моя первая книга вышла в 2022 году и была посвящена нашим путешествиям по России вместе с моими 4 сыновьями. Эти приключения наши до сих пор продолжаются, и когда-нибудь я дозрею и расскажу еще и про Казахстан, как мы ездили по всему Казахстану. Но это уже другая тема, и после переезда в Казахстан я начала пробовать себя еще и в литературе. И весь прошлый год я работала над сборником рассказов «Приключения Тим-Тима». Он у меня на 2 языках будет, на якутском и на русском. И буквально вот пару недель назад я получила от редактора уже готовую рукопись, с которой я сейчас работаю. Там очень много работы намечается: записать аудиокнигу, разместить еще какую-то часть вот именно Сахалы на Литресе в бесплатном таком доступе, а именно с русским текстом я буду уже принимать участие, подавать заявки на конкурсы, и посмотрим, что из этого получится. С первых дней жизни в Казахстане я, конечно, направилась изучать книги, которые издаются здесь. Конечно, здесь можно найти книги на 2 языках, на казахском и на русском языке. Кроме этого, я из года в год вижу, что очень многие мировые книги, авторы выходят в Казахстане именно на казахском языке. Я имею слабость к творчеству Джоан Роулинг, именно Гарри Поттеру, и часто вижу вот книги на казахском языке. Это очень классная политика, которая вот поддерживается на государственном уровне и показывает развитие казахского языка, но также выходит и на русском языке. Например, во время посещения фестиваля я увидела очень много книг различных изданий Бориса Акунина. Это очень классно, потому что в России творчество Акунина запрещено, и здесь ее свободно можно купить. Также во время фестиваля я увидела автограф-сессию, где каждый желающий мог подойти, получить автограф. Я так сама постояла и завизуализировала, что в будущем я когда-нибудь тоже смогу так раздавать свой автограф, подписывать свои книги.
На фестивале возможно было спокойно подойти, поговорить с авторами и разузнать об их творчестве более подробно. Хостелские истории это книга о том, как я создавал хостел в городе Алматы. На протяжении 5 лет, с 2015 по 2020, у меня становилось около 6000 гостей с более чем 100 стран мира. И в книге я рассказываю, во-первых, о сложностях ведения бизнеса, да, то есть какие проблемы бывают у начинающего предпринимателя, особенно когда у него нет бюджетов, у него нет опыта в этой нише. И истории гостей, которые у меня останавливались, самые разные. И одна из героинь книги — это Сюзанна. Она из Якутии, волонтерила в хостеле, моя очень хорошая подруга. Вот, она фотограф сейчас, очень крутые делает снимки. Вот, и Сюзанна — часть хостелской истории, она тоже есть в книге как персонаж, который активно помогал, который поддерживал во время всех этих событий, которые разворачивались. Я заметила, что большинство авторов пишут именно на современные темы, о настоящем. Это очень классно, потому что хочется именно послушать от автора о настоящем, о том, что нас действительно сейчас волнует. Но кроме этого, было не так много, но точно я встретила несколько авторов, которые оглядываются в прошлое и целенаправленно пишут на исторические темы. Это очень интересно было для меня. Здравствуйте. Я хочу рассказать о журнале «Айна». Это первый женский литературный журнал в Казахстане и Центральной Азии, в который могут подавать все женщины-писательницы, поэтессы из Казахстана и Центральной Азии. Нам уже год. Как раз в прошлом году, в сентябре, мы здесь же участвовали, и тогда только активно начиналась работа. В этом году у нас уже есть какие-то плоды за год. Открылся клуб писательниц «Айна». И мы сегодня рады быть здесь. Значит, мы специализируемся на публикации современной прозы и поэзии, детской литературы, пьес, написанных женщинами. У нас уже вот на следующей неделе выходит 5-й выпуск. Год мы рассмотрели 322 заявки, и для каждого фан-кола мы собираем новое экспертное жюри, которое не повторяется. Подавайте ваши работы, будем рады знакомиться с вами через тексты и лично. 1,5 года назад я была на книжном фестивале в городе Астане, но именно здесь, в Алматы, на Фаренгейте, я увидела большое количество именно местных казахстанских авторов, потому что в Астане я как-то не так много увидела и не так тесно пообщалась. А здесь, на Фаренгейте, чисто казахстанские писатели, и каждая вот книга, она была уникальна. Меня зовут Алия Мейербек, я написала книгу «Не спеши, рассвет». Это книга о 4 друзьях, которые учатся в 11 классе. События начинаются в сентябре. У друзей предстоит выпускной вечер, встреча рассвета взрослой жизни. И они уже в сентябре начинают строить планы, как они роскошно встретят выпускной вечер и планируют стать настоящими мужчинами до рассвета. И здесь начинается гонка за любовью, поиски денег. Параллельно вместе с тем у них происходят какие-то события, они делают какие-то ошибки, ввязываются в драки, какие-то непонимания, конфликты с родителями. Здесь описывается, чем живет подростковая Алмата, места, в которых тусуются подростки. Возможно, об этих местах даже не знают родители. Их взаимоотношения, диалоги с друг другом, как они рассуждают, почему они такие, как они видят своих родителей, учителей и школу. Кроме художественных книг, здесь было широко представлено нон-фикшн направление. Меня зовут Мальчиков Виктор, я психолог и спортсмен-любитель, триатлет и марафонец. И вот у меня 2 книги, они как раз про мою специфику работы и про мое хобби. Первая книга — это «Курить надоело». Она для тех, кто хочет бросить курить. Я на протяжении 15 лет помогаю людям с зависимостями, и вот
2 года назад решил вынести это все в книгу, чтобы человек мог сам приобрести книгу, читая ее, бросить курить. Вот. Вторая книга «Мой путь к победе», она про проект MyWin, который помогает подросткам из детских домов и интернатов заниматься спортом, конкретно триатлоном. У них классная база триатлонная и отличные тренера. И сейчас ребята, которые пришли в проект там, несколько лет назад, они уже в сборной Казахстана по триатлону. Вот. Автор проекта, организатор, она попросила описать этот процесс. И в этой книге это рассказ про подростка, участника проекта. Она собрала и мой какой-то опыт тренировочный и любительский выступлений на соревнованиях, ну и опыт ребят из проекта. Я не какой-то профессиональный писатель, я психолог, но вот идея донести какие-то свои идеи до людей через литературу, мне кажется, классная. Хотите поделиться своим опытом, ну, надо писать. Сейчас есть издательства, которые могут помочь вам написать и издать книгу. Вы можете сделать это самостоятельно, как сам издат. Это вполне реалистичная история. Вот. Ну и это твердый продукт, которые люди могут взять и использовать для улучшения своей жизни. Что еще было интересного на фестивале, кроме книг? Были мастер-классы с интереснейшими темами и лекторами, касающиеся вот именно написания книг, создания героев. Все очень полезная, развлекательная программа и возможность выступить со своим творчеством, обсудить все это и найти своих единомышленников. Так классно, что я сегодня пришла и решила записать такой маленький блог, и удалось пообщаться с потрясающими людьми, познакомиться с авторами книг и с издательствами. Атмосфера здесь потрясающая, все такие дружелюбные. Я не знаю, я так давно не общалась с людьми, по-моему, поэтому я хожу здесь прям балдею от знакомств и общения. Честно говоря, я не думала, что проведу на фестивале целый день, но день получился такой насыщенный, что внезапно наступил вечер, и я, наконец, встретилась со своим любимым писателем Гузель Яхиной. Она презентовала свой 4-й роман «Эзен», которую дописала, будучи уже в Алматы. И самое классное, что мне удалось ей задать вопрос, который она отметила как очень интересный и необычный вопрос, и выиграла мерч от нее. Так что день удался на славу. Спасибо большое всем, кто смотрел.